Здесь целая эпоха, не только Коми-края, но и всей России. У каждого эскиза своя история и герои. Первая эмблема, созданная Владимиром Сердитовым, помнит еще совсем юных Василия Орочева и Раису Сметанину. В 1977 работа стала логотипом всесоюзного чемпионата по лыжным гонкам в Сыктывкаре. После этих соревнований, вспоминает художник, жители Коми массово шли в лыжный спорт. А это событие уже мирового масштаба. Именитые спортсмены несут мир с континента на континент по дороге нового тысячелетия. И каждая деталь, каждый штрих на эскизах – это особый графический язык. Язык лаконичный, международный. Мы сейчас все это умеем читать. В аэропортах, там где-то, общественных зданиях. Все эти символы уже, они международные. А как они трудно рождались, как язык, и что-то принимали, что-то нет. Вот этот он своеобразный такой графический язык уже. Большинство из этих работ хорошо знакомы жителям республики. Бренды промышленных предприятий, логотип 6-го Всемирного конгресса финно-угроведов, архитектурное решение по благоустройству театра драмы имени Савина. И все это – эскизы, аппликации, макеты, сделано по старинке, без компьютерных наворотов. Чего мастер желает и молодым специалистам. Я часто бывал на Западе, будем говорить, да, сейчас до сих пор не забывают Кульман и логарифмическую линейку. Они компьютерам не верят, потому что компьютер как такой обманывает. По расчету, пока пиксели не полностью загрузятся. Это уже тонкости техники. Почему я говорю, что лучше работать индивидуально, интеллектуально, больше набросков и идей, а потом, чтобы в этих идеях, вот как финно-угорский народ, например, да, создался, я не забыл вероисповедание всех религий. Есть здесь и проекты, которые когда-то попали в стол. Например, Владимир Яковлевич еще в начале 2000-х предлагал создать особые геральдические знаки для главы Коми и почетных граждан республики. Тогда идею художника не поддержали. Национальная галерея тоже признается. Работы Сердитова начали собирать совсем недавно. Еще в советские годы было много споров по поводу того, искусство это или нет. Сейчас сомнений нет. Дело в том, что вот вообще это, наверное, была проблема типографии и так далее, да, то есть карикатуры, книжные иллюстрации, то есть поскольку они были потом напечатаны в книгах и, да, и во многом, в большом количестве растиражированы, какое-то время не собирали ни обложки, то есть совсем чуть-чуть, да, только по именам, а вот в последнее время, в общем-то, просто наверное, по-другому смотрим немножко. Может быть, советское время как-то отразило, да, вот такую, может быть, считалось, что это не совсем серьезно. На самом деле, конечно, это искусство. В этом году художник отметил 70-летний юбилей. Но, как говорят коллеги, возраст для мастера не помеха. Он все так же в курсе всех событий страны и все так же ищет новые способы отражения нашей жизни в искусстве. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал «Юрган».